Здравствуйте, это новости Тува-24, в студии Инна Клоян, и сегодня в нашем выпуске. С 1 апреля в Туве стартует проект «Народный картофель», который охватит более 12 тысяч семей. Роспотребнадзор предупреждает, в этом году в республике прогнозируется активность клещей. За учебой работа. В Тувинском государственном университете началось распределение выпускников. Фейк не пройдет. Некоторые иностранные организации предпринимают попытки исказить историю Тувы. Владислав Хавалык встретился с заслуженным мастером спорта России, семикратным чемпионом России по самбо и обладателем Кубка мира и чемпиона мира по самбо Саяном Хертеком. Глава поддержал его стремление развивать в Туве самбо. Минспорта готовит новый спортзал именно для самбистов, и детей есть кому учить. Поделился Хавалык и сообщил, что скоро Саян Хертек с мастер-классами поедет по районам республики. Одна из наших главных задач – сделать спорт доступным для всего населения, в том числе для жителей удаленных сел. Работа в этом направлении ведется и, считаю, на достойном уровне. Сегодня в Верховном Хурале началась стажировка для депутатов районного уровня, администрации, муниципальных образований, контрольно-счетных органов Барунхемчикского, Байтагинского, Кажунов и города Агдавурака. Главная задача стажировки – формирование сбалансированного законодательства, учитывающего в равной степени государственные и муниципальные интересы. Жители Кахемского района присоединились к акции «Тувинский обоз». Активисты собрали денежные средства, закупили материал и шили вещевые мешки. Закупили продукты питания, одежду и обувь, средства личной гигиены и необходимые средства для наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. В Чахольском районе ширится деятельность сельхозпредприятия под руководством Аяса Баву. Напомним, в прошлом году он был призван лучшим в республике по выращиванию зерновых культур. Сейчас у Аяса Баву свой зерноток «Мельница». На следующей неделе мы планируем командировку в Чахоль. Обязательно побываем в этом хозяйстве. Следите за нашими материалами на ОТР и в соцсетях. С апреля начинается календарный сезон клещей. Основная мера профилактики, единственная возможность избежать опасного заражения вирусным клещевым энцефалитом – это прививка. Как не стать жертвой клеща, расскажет Айра Асад. В прошлом году первый укус клеща произошел 15 марта в селе Хундергет Зунхемчикского района. А всего в больнице в 2021 году по поводу укусов и присасывания клещей обратились более 1100 человек. Тува относится к высокоэндемичным, то есть опасным регионам по клещевому вирусному энцефалиту. В 13 из 18 районов ежегодно регистрируются случаи клещевого вирусного энцефалита. Вирус опасен тем, что поражает центральную нервную систему, и это может привести к инвалидности или даже смерти человека. Различают следующие острые формы клещевого вирусного энцефалита. Это лихорадочная форма, менингиальная, очаговая. Также клещевой вирусный энцефалит может протекать бессимптомно. В двух случаях, в 2% у переболевших острым клещевым вирусным энцефалитом болезнь может протекать в хроническую форму. В прошлом эпидсезоне 2021 года зарегистрировано 10 случаев клещевого вирусного энцефалита. Из них детей до 17 лет 2 случая. По прогнозам научных институтов по изучению природно-очаговых инфекций в нынешнем сезоне ожидается цикличный подъем заболеваемости клещевыми инфекциями. Эффективным методом защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Как сообщают представители управления Роспотребнадзора, в этом году планируется привить около 30 тысяч человек. В первую очередь бесплатной иммунизации подлежат люди с группой риска, в том числе животноводы. Вакцину ставят в 2 этапа с интервалом от 2 до 7 месяцев. Завершенная вакцинация считается после ревакцинации через год. В последующем можно ревакцинироваться 1 раз в 3 года. Основной мерой профилактики вирусного клещевого энцефалита является своевременная иммунизация граждан. Управление Роспотребнадзора по республике Тува призывает население республики привиться против клещевого вирусного энцефалита. Так, в эпидсезон 2022 года для вакцинации населения против клещевого вирусного энцефалита в республике в наличии имеется 42 тысячи доз вакцин. Вакцина зарегистрирована на территории республики Тува. Есть вакцина для детей, которая предназначена для вакцинации детей от 3 лет. В период максимальной активности клещей, а это май-июнь, необходимо соблюдать и другие меры. Для профилактики присасывания клещей необходима очистка территории от накопившегося мусора и проведение специальной обработки. Дополнительную защиту обеспечат неспецифические меры: ношение защитных костюмов или приспособленной одежды, закрывающей насекомым доступ к открытым участкам тела. Айра
Асад, Владимир Суртук, Азамат Точур, Тува-24. Ежегодно Тувинский государственный университет устраивает встречу выпускников очного отделения с работодателями. В первый день распределяют выпускников педагогических специальностей. Продолжит Айдана Хавалык. Выпускники педагогических специальностей сегодня выступают перед представителями образовательных учреждений районов и профильных министерств. У многих уже есть гарантийные письма или устная договоренность со школами, где они проходили практику. Резюме я раздал сегодня немного, так как я работал, имею опыт работы в 16-м лицее. И у нас с директором этой школы, лицея, была договоренность после окончания учебы, что я туда приду работать. Проходил практику в качестве учителя математики и информатики. И мне очень понравилось работать с детьми. Даже после того, как я ушел с работы, я заходил в школу, и мои ученики очень радостно меня приветствовали. Это было очень мило и очень трогало за душу. Они очень вспоминали и говорили мне свои успехи в учебе. Айдаш Сад уже является одним из успешных дизайнеров Тувы. Участвовал в различных конкурсах регионального и российского уровня. Оканчивает Кызылский пединститут по профилю технология. После окончания вуза, скорее всего, буду поступать в магистратуру или буду работать. Возможно, даже подам документы на соцконтракт. На данный момент базовое оборудование у меня имеется. Возможно, в дальнейшем просто увеличу количество. Скорее всего, нужно швей, потому что я сам могу раскроить и так далее. Но по поводу однокурсника могу сказать, что, возможно, я возьму. Среди выпускников есть и те, кто уже определился с выбором. Валерия Петрова из семьи педагогов собирается вернуться в родной Тандынский район в качестве учителя русского языка и литературы. Я из семьи учителей, из семьи педагогов. У меня мама, папа учителя. И, наверное, наблюдая за ними, я поняла, что это очень ответственная, во-первых, работа, очень творческая работа, потому что специальность у меня очень творческая. Русский язык, литература. И привить любовь к литературе без творчества, без актерского мастерства просто невозможно. И наблюдая за своим классным руководителем, учителем русского языка и литературы, я поняла, что это очень мне близко. И я пошла по стопам своих родителей и классного руководителя. В районах Тувы поддерживают молодых учителей и служебным жильем и другими программами. К примеру, Пихемский район предоставляет выпускникам подъемные средства в виде единовременной выплаты в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В Пихемском Кажоне традиционно востребованные профессии – это у нас узкие медицинские специальности и средний медицинский персонал. Это фельдшеры, медицинские сестры, медицинские братья. Плюс у нас востребованы являются профессии учителей английского языка, русского языка, математики, физики. Для молодых выпускников, молодых специалистов, которые приедут работать в наш Кажун, мы представляем все те меры поддержки, которые предусмотрены и государством, и непосредственно от нашего Кажуна. В 2021 году, например, представили служебное жилье для 3 врачей. Планируем в следующий раз предоставить служебное жилье уже именно для молодых учителей. Сегодня работодатели познакомились с выпускниками педагогического профиля. 1 апреля настанет черед выпускников других специальностей. Это сельхозфакультет, экономический, инженерно-технический и так далее. Для работодателей, которые не смогли попасть на очную встречу, но желают ознакомиться с резюме выпускников, есть портал «Факультетус». С сентября 2021 года начали работать именно с цифровизацией трудоустройства выпускников. И мы работаем через портал «Факультетус». Все студенты и выпускники, начиная с 1 курса, они уже зарегистрированы в данном портале «Факультетус». Работодатели могут зарегистрироваться как работодатель в данном портале и ознакомиться с резюме нашими выпускниками. У нас университет единственный в регионе по педобразованию. У нас почти все трудоустраиваются. У нас именно нет трудоустроенных педагогов. В настоящее время прошлогодних выпусков нет, они все работают. Особенно не хватает преподавателей математики, информатики и филологических направлений. Из 500 выпускников очной формы 200 человек в поисках работы. Остальные трудоустроены и одновременно обучаясь. Также есть те, кто продолжит обучение в магистратуре. Кто-то планирует служить в вооруженных силах Российской Федерации, а кто-то в декретном отпуске. Айдана Хавалык, Чайхан Дунгак, Азамат Точур, Тува-24. На шахте «Межигей-Уголь» возобновилась добыча угля. В этом году планируется выдать более 500 тысяч тонн угля марки «Ж». Сейчас на шахте работает наша съемочная группа.
В этом помещении работает 2 котла. Уголь в них подается автоматически, после чего начинается разогрев теплоносителей, которые в свою очередь разогревают воздух для шахт. Репортаж Даяна Дацюрина смотрите в следующем выпуске новостей. 1 апреля в Туве стартует губернаторский проект «Народный картофель». В рамках проекта за счет дотаций муниципальное образование планирует обеспечить семенами картофеля более 12 тысяч малоимущих семей. Тему продолжит РС Мангуш. Если оглянуться назад, то очевидно, что народный картофель прорастает из 2 предыдущих проектов – «Картофель в каждый дом» и «Социальный картофель», которые реализуются в нашей республике с 2015 года. Обеспечить семенами картофеля и борщевого набора нуждающихся – эта задача возложена на 2 министерства – труда и социальной политики и сельского хозяйства. Приемку сельскохозяйственной культуры и распределение получателям выполняет администрация районов и городов Тувы. По данным Минтруда, до начала текущего года в республике проживает более 85 тысяч семей. Из них свыше 19 тысяч – это почти четверть, числятся малоимущими. В рамках проекта «Народный картофель» мы являемся как аграрное министерство. Мы будем сопровождать агротехнологию возделывания самого картофеля. То есть это посадка, обработка и уборка. С 2019 года в Министерстве сельского хозяйства Тувы разработали зональную систему земледелия, которая способствует повышению плодородности почвы и, как следствие, урожайности картофеля. РС Мангуш, Шолбан Мангуш, Буян Салчак, телеканал Тува-24. Действия стран Запада показывают, что независимая и многонациональная Россия им не нужна. Чтобы ее ослабить, оппоненты ищут самые изощренные методы влияния, из-за чего Тува становится целью западных спецслужб в следующем материале. Антироссийские санкции и подъем антироссийских настроений – лишь верхушка айсберга идеологической борьбы. Самая яркая инициатива в этой борьбе на сегодня – террор русскоязычных жителей ДНР и ЛНР, устроенный нацистами. Самыми яркими примерами этого является, собственно, запрет русского языка, ну и так называемая антитеррористическая операция, которая последние 8 лет длится на территориях Восточной Украины, именно в Донбассе, в ЛНР и ДНР. Это одни из самых ярких сейчас примеров происходящего. Но, как я уже сказал, это все началось не вчера, это вызревало очень долго, и причины надо искать не только в том, что кому-то конкретно этого захотелось, вот не так давно. Казалось бы, история Тувы в этой холодной войне роли не играет. Однако даже в 21 веке недружественные страны пытаются спровоцировать экстремистское настроение и межнациональное недопонимание. При этом ими намеренно умалчиваются или искажаются исторические проявления сплоченности и взаимопомощи. Достаточно вспомнить, где воевали наши тувинские добровольцы. Они воевали и освобождали в том числе город Ровно на западе Украины. Не будем забывать и о том, что в годы Великой Отечественной войны Тува, помимо всех прочих подарков и всей прочей помощи, которая была отправлена в Советский Союз, отправила скот для разведения на территорию Украины. На фоне этих фактов радикальный национализм в Украине и искажение исторической правды выглядит особенно кощунственно. Например, добровольное вхождение Тувинской Народной Республики в состав СССР в западной мировой истории преподносится как насильственный акт. Если у России были такие огромные имперские амбиции, почему она его просто не включила в свой состав, а начала устанавливать какой-то протекторат, что вообще-то хоть и было началом процесса включения в состав, но он не завершился, он длился несколько лет, и революционные события его остановили. Представители властей ТНР сами просили о включении Тувы в состав Советского Союза. Не учитываются многолетние экономические связи, не учитывается экономическая и политическая ситуация в целом. Активное тиражирование этого ложного факта используется Западом для искусственного привития России ложных империалистических амбиций. В том же самом Советском Союзе для бесписьменных народов создавалась письменность. Всячески поддерживалась национальная культура и ее развитие. У нас существуют автономные республики, у нас есть в которых есть несколько государственных языков, помимо общероссийского, еще и собственные. Народы, населяющие территорию Российской Федерации, неразрывно связаны друг с другом. Это более чем тысячелетняя история взаимоотношений, итогом которых стало единство россиян. Такую связь нарушить невозможно. Даян Дацюрин, Шолбан Мангуш, Азамат Очур, Тува-24. На сегодня это все. Всего вам доброго.
1 апреля по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус 3,8, местами 11-16 градусов ниже нуля. Днем плюс 4,9, местами 12-17 градусов тепла. В Кызыле переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью минус 5-7, днем 7-9 градусов тепла.